Прогулки во внеурочное время для учащихся коррекционной школы номер 22 станут гораздо интереснее. Пустырь во дворе учебного заведения превратился в полноценный игровой комплекс. Турники, лабиринты, яркие горки и качели. Такой подарок для 246 учеников подготовила управа строительного округа. Дети, как правило, после школы не сразу домой идут, поэтому многие играют, многие ждут родителей. Поэтому, чтобы школа еще раз развивалась, чтобы она имела какие-то возможности для развития, мы сделали именно такой подарок. Школа находится в этом здании более 20 лет. На протяжении всего этого времени учащиеся и педагоги образовательного учреждения о подобном развлекательном пространстве могли только мечтать. Теперь же здесь есть все необходимое для активных и веселых школьных будней. Дальше будем ее развивать. Дальше мы построим здесь палисадник, покрасим разноцветные, разные цвета, и будет действительно очень хорошо. Огромное спасибо. Ежегодно управы на территории своих округов устанавливают новые детские площадки. До конца этого года в строительном округе появятся еще 4 игровых комплекса во дворах многоквартирных домов по улицам Дзержинского, Петра Алексеева, Пионерская и Пояркова. Кристина Ясинская, Егор Никифоров, Якутск ТВ. В окружной администрации состоялась встреча с Арданой Авксентьевой с экспертом по переработке мусора из Германии. Они обсудили экологические проблемы и возможные пути их решения. Глава города рассказала зарубежному гостю о том, с какими трудностями сталкивается Якутск в настоящее время. В частности, были озвучены такие проблемы, как неблагоустроенный жилой фонд, суровые климатические условия, а также относительно невысокие сборы за переработку коммунальных отходов, что делает город непривлекательным для инвесторов, которые могли бы построить на его территории перерабатывающие заводы. Очень много товаров, продуктов в Якутию ввозится. Преимущественно все сюда ввозится. Соответственно, та упаковка, о которой вы говорили, при доставке в Якутию она увеличивается кратно. Плюс в связи с тем, что наш рынок он не столь богат и разнообразен, конечно же, люди также предпочитают заказывать по интернету. И поэтому количество упаковки, количество пакетов, пластиковых пакетов, оно здесь, в общем, тоже имеет очень большой объем. На сегодняшний день мы не можем до конца определиться с земельным участком, где мы должны поставить новый мусоросортировочный завод с элементами переработки, как раз вот в связи с проблемами грунта, которые были обнаружены во время экспертизы. В свою очередь Дехюс Гюнтер поделился опытом и рассказал, как обстоят дела с мусорной реформой в Германии. В основном речь шла о рациональном использовании природных ресурсов и развитии раздельного сбора мусора, системы сортировки и переработки отходов. Подводя итоги встречи, эксперт подчеркнул важность совместного решения экологических проблем. Dass wir uns gegenseitig gut informieren und austauschen und diskutieren über die Abfallprobleme hier, aber auch die Probleme bei uns und die Erkenntnisse von uns. Я надеюсь, что мы составим предметный разговор и сможем обменяться мнениями и решениями проблем, которые существуют как здесь, в области переработки отходов, так и в Германии. Делегация Генерального консульства Федеративной Республики Германии города Новосибирска пробудет в Якутске 3 дня. В программе пребывания рабочие встречи с представителями власти, экспертами из городского сообщества, а также с учеными из Северо-Восточного федерального университета. Кристина Ясинская, Константин Корякин, Якутск ТВ. 25-летний комсомолец Володя Губин пожертвовал своей жизнью ради спасения 4 детей, которые провалились под лед. С того трагического дня прошло ровно 55 лет. Сегодня жители города почтили память героя на открытии памятника в его честь. Данный объект был сдан прямо в срок. Аян Семенович, как обещал, 8-е, все строили. И я хочу сказать, что мы отработали тесно с нашим скульптором Егором Огонеровым.
и попытались дать вот характер этому бюсту. Изначально был проект совершенно классический. На торжественном открытии памятника и возложении цветов присутствовали жители, ученики и учителя школ округа, деятели культуры и просто неравнодушные горожане. Знаменательным стало то, что мероприятие посетили друзья и коллеги Володи Губина, а также гости из других городов России. Мой муж мог бы быть в числе тех детей, которые тонули. Он с ними бегал по льду тогда, вот в тот день, но он ушел маленько раньше. И потом он пришел, когда уже тело Володи доставали. Вот он рассказывает, я помню, говорит, это им 9-10 лет было. Он в числе тех ребят бегал, а мы, говорит, как по волнам бегали. И вот мы переехали в Новороссийск жить, и вот он меня специально отправил на открытие памятника Володе Губину. Я сегодня утром прилетела специально для этого события. Я сама жила на улице Володи Алексеева, дома на Украине. У нашему мальчику было 11 лет. И тогда его немцы казнили на площади. Он не выдал никого и казнили. И как бы я понимаю о том, что сегодня у нас история меняется. И нашим детям необходимо знать всю историю наших людей, которые делали подвиги. Любой подвиг, что на войне, что в быту, что в жизни, вот так вот по жизни. Этот памятник открыли, это очень хорошее дело. Вот этот памятник долгие годы будут приводить сюда детишек наших, наши педагоги, рассказывать об этом подвиге. Такие подвиги должны помниться и должны выглядеть наглядно. Вот этот памятник для этого и нужен. Проект по установке бюста Володи Губина воплотился в жизнь благодаря программе поддержки местных инициатив. Всего на памятник было выделено 2 миллиона рублей. Диана Куманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Не знаю, я как-то не задумывалась. Я, конечно, очень. Нет, не особо. Вообще нет. Нормально, довольный, да? Нет. Конечно, доволен. Ну, практически да. Очень доволен. Да я не местный, я прилетел с Владивостока, поэтому сложно мне судить, что у вас тут происходит. В принципе, я довольна, у меня управляющая Ирстрой. Ну, вроде все нормально, никаких претензий нету. Ну так, более-менее довольна. Ну, так, да, в принципе, норм. Ну, довольна, наверное. У нас управляющая Прометей, тоже все хорошо. Ремонт в подъезде сделали недавно. Но они не всегда отзываются. Последний раз звонила, там трубу прорвала. Девушка говорит, я и не знаю, ничего не знаю. Вот так вот. Не убирается вот, во дворе. Там мусора полно. Ну, не долго выполняют. Если что-то говоришь им, там заявки долго выполняются. Не очень-то, в общем, довольны. Вчера нажаловалась, что у нас подъезд не убирается уже 1,5 месяца. Заявление написала и до сих пор. Сегодня утром посмотрела, тоже не убирались. Ну, постоянная какая-то сдержка ремонта. Постоянно мы не можем не дозвониться ни до сантехников, ни до плотников. Постоянно какие-то задержки в чем-то. Якобы заняты, а на самом деле неизвестно. Они не вовремя выполняют свои обязанности. Когда вызываешь их по каким-то вопросам, они приходят не вовремя. В подъезде у нас, допустим, не налажено все. Ну, там много мелких моментов. В общем, я недовольна. В Якутске состоялось торжественное заседание, посвященное знаменательной юбилейной дате – 70-летию со дня образования Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. В этот день за заслуги в области науки, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд знаком отличия, почетными грамотами и теплыми словами благодарности наградили самых ответственных научных работников и трудовые коллективы. Перед столицей города, столицей республики городом Якутском стоят сейчас новые вызовы в свете новых решений президента страны, правительства, главы республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева. И я надеюсь, что наше тесное сотрудничество, которое завязалось в ранние годы, оно продолжится в рамках научно-технического экспертного совета при главе городского округа Сатана Владимировны Авксентьевой. И те направления работы, которые мы наметили совместно, они, конечно же, будут развиваться. Позвольте еще раз в этот знаменательный день всему коллективу Якутского научного центра, вам лично, Михаил Петрович, пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, новых научных открытий, счастья и благополучия.
В наши дни Якутский научный центр «Соран» является самой крупной научной организацией в республике и объединяет 8 подразделений. За время существования его учеными сделан целый ряд научных открытий. Направления научных исследований центра связаны с проблемами Севера, закономерностями природных процессов, поиском и добычей полезных ископаемых, работой машин, механизмов и конструкций, освоением биологических ресурсов, проживанием малочисленных народов Севера. В составе центра трудятся свыше 1000 человек, в числе которых 503 научных сотрудника, 86 докторов наук и 307 кандидатов наук. В аспирантуре обучаются 50 человек. Свыше 40% от общего числа всех работников составляют молодые специалисты. Кристина Ясинская, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Специализированная мусоровозная техника для автопарка Якутской Кассети была приобретена для стабилизации ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в городе с поддержкой ГУП ЖКХ Республики. Первая партия машин на базе КАМАЗ вышла в свой первый маршрут 27 сентября. Сегодня состоялась церемония передачи ключей от второй партии в количестве 4 единиц, в которой приняли участие руководство Якутской Кассети, министр ЖКХ Дмитрий Садовников и генеральный директор ГУП ЖКХ Республики Виталий Чикачев. И, конечно же, сегодня большое событие, в том числе и для горожан, потому что благодаря прибытию новой техники заметно должно улучшиться предоставляемая данная услуга. Мы всячески поддерживаем предприятие Кассети. Летом у нас было принято решение о смене руководства Кассетей. Сегодня назначен и достаточно успешно уже работает новый руководитель, который сформировал и формирует, продолжает новую команду. Вместе с полученными в этом году 8 единицами техники в парке числится 19 машин для вывоза отходов. Водители работают в 2 смены с 5 часов утра до часу дня и с 2 часов дня до 10 вечера. За смену в среднем успевают вывести 160 мусорных баков. Работаю я с марта месяца этого года. Техника, в принципе, нормальная. Когда водитель нормальный, то и техника нормальная. Ну, сложности в каждой работе есть свои. Где-то подъезд плохой, где-то что-то. Ну, стараемся все равно, чтобы было все нормально. Новая специальная техника оснащена кабинами с учетом современных требований эргоэкономики и системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать маршрут машины. Из основных особенностей – высокая грузоподъемность, топливная экономичность и низкие эксплуатационные расходы. Ситуация в Якутской Кассете непростая, все об этом знают, у всех это на устах. Но обновленный коллектив Якутской Кассети принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать обстановку, в том числе и финансовую обстановку в учреждении. Мы ощущаем реальную поддержку профильного министерства, государственного унитарного предприятия жилищно-коммунальных хозяйств республики, а также поддержку окружной администрации города по решению проблемы в городе, а также в центральной зоне в целом. Коллектив у нас обновленный, люди у нас работают самоотверженно, ударно. Есть, конечно, шероховатости некоторые, особенно по окраинам, но мы принимаем все меры, чтобы ситуацию исправить. Кроме города Якутска, Якутская Кассеть обслуживает Намский, Хангаласский, Горные районы и Жатай. Поэтому в мае следующего года в перспективе у компании получить 21 единицу специальной техники. Диана Кулманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Меры по повышению безопасности дорожного движения и соблюдению графиков движения автобусных маршрутов на территории города обсудили в окружной администрации. По состоянию на 10 октября за 3-й квартал текущего года в отдел организации и контроля транспортной деятельности поступило 56 обращений от горожан. 43 из них – жалобы на поведение водителей, санитарное состояние транспортных средств, неисправность работы автоинформатора и несоблюдение интервалов движения. По итогам рассмотрения очень много жалоб бывает не по вине водителей. Сейчас благодаря видеорегистраторам в салоне автобусов по каждому материалу мы ведем разбирательство, внутренние расследования. И не все факты жалоб подтверждаются. По итогам 9 месяцев на территории города по вине водителей автобусов совершено 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и еще 22 получили травмы. Водителями автобусов допущено 747 нарушений правил дорожного движения. Центром автоматической фиксации выявлено 2780 нарушений. В основном это превышение скорости, несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение правил проезда пешеходных переходов. За управление в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 2 человека. Один из них был задержан на
линии, то есть с пассажирами. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий допустили это у нас водители маршрута номер 6 и не допустили дорожно-транспортных происшествий водители маршрута номер 2. За последние 3 месяца график движения общественного транспорта выполнен на 86,6%. Наилучшие результаты показали 17-й, 5-й, 15-й, 2-й, 1-й и 4-й маршруты. Что касается выполнения графика движения, то есть эти нарушения, значит, исходили из чего? Получается, значит, и следующий показатель – это недовыпуск машин, не выход транспортных средств, ну а также сходы по техническим неисправностям, по состоянию здоровья, ДТП, также связанные нарушения графиков с пробками, это связано с ремонтом дорог. Подводя итоги совещания, директорам автобусных маршрутов поручили усилить контроль за персоналом. Публичные слушания по вопросам повышения безопасности дорожного движения назначены на 17 октября этого года. Кристина Ясинская, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В окружной администрации состоялось заседание Координационного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при главе города. На повестке вопросы по вывозу мусора и окончанию подготовки к запуску тепла в дома. Первой темой совещания стало то, как и в каком режиме проходит отопительный сезон на территории городского округа. С ней выступил руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Аял Егинов. В настоящее время работы все завершены. По данным объектам, по данным управляющим компаниям направлены обращения в надзорный орган. Вы сами знаете, что ежедневно поступают заявки в единую диспетчерскую службу. Не осталось без внимания и организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Генеральный директор якутской экосети Владислав Сазонов отметил некоторые из проблем с вывозом отходов. В частности, были озвучены крупногабаритный мусор, который не входит в тариф оператора, а также предприниматели, которые пользуются услугами сторонних организаций. В этом году после смены руководства в якутской экосети уже был принят ряд мер в изменении структуры организации для улучшения ее работы, в том числе сокращение с 6 мест заместителей директора до 3. Работа по стабилизации ситуации с вывозом отходов продолжается. В принципе, стабилизировать автопарк. Сейчас мы имеем, с учетом, мы также вчера получили 4 единицы техники новой при поддержке группы ЖКХ. Также на собрании были высказаны предложения о том, как можно улучшить работу по вывозу мусора. Одни члены совета предложили создать условия для сдачи отходов на переработку от предпринимателей. Другие были настроены кардинально. Видели решение проблемы в лишении статуса оператора якутской экосети. По итогам заседания было решено разработать дорожную карту, которая будет включать пересмотр тарифов, обустройство санитарных точек, закупку мусорных баков и другие мероприятия. Диана Кулманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Несмотря на резкое ухудшение погодных условий, работы по строительству и капитальному ремонту дорог в Якутске не прекращаются. Так, например, сегодня на улице Ивана Орбиты перед укладкой асфальта подрядчики выполнили целый ряд мероприятий. В соответствии с методическими рекомендациями дорожники с помощью техники вычистили лед на щебне, убрали разрыхленный грунт и произвели россыпь нового щебня. Для того, чтобы обеспечить качественные стыки бордюра и асфальтобетонного покрытия, нанесли реагенты. Работы ведутся в строгом соответствии технологии, то есть основание оно прогрето, подготовлено. На данный момент бригада завершает работы по рассыпке и укатке нового слоя щебня. Второе звено идет по выдуванию из бордюра снега и приступаем уже к укладке сетки. Далее будут у нас проводиться асфальтобетонные работы. Мастер на участке будет постоянно замерять температуру смеси, которая приезжает с асфальтобетонного завода. И технадзор наш будет проверять количество проходов по данному новому асфальту. Получается, по методическим рекомендациям мы должны увеличить количество проходов катка по одному слою. Также должны обеспечить удобоукладываемость. Поэтому в асфальтобетонной смеси увеличена составляющая из битума и из минерального порошка.
ну вот в соответствии с методическими рекомендациями. Сейчас на объекте трудятся сразу 3 звена рабочих и специализированной техники. Первое – это грейдер и каток. Второе – компрессор, с помощью которого дорожники очищают покрытие от грязи и снега. Еще 2 бригады занимаются укладкой асфальтового покрытия. При укладке асфальта гладковальцевые катки не используем, потому что холодные вальцы, они быстро остужают покрытие, поэтому на пневмоколесном ходу катки будут у нас. Согласно рекомендациям Росавтодора, класть асфальт можно при температуре до минус 10 градусов, а также во время дождя и снега. При этом количество осадков не должно превышать 5 миллиметров. Этих правил и специальные технологии придерживаются на всех ремонтируемых объектах в городе. Там, где, значит, есть уже укатанность щебенчатого основания, мы меняем его на новую расклинцовку и кладем асфальт, чтобы было все без снега, без льда. За каждым ремонтируемым объектом закреплены специалисты технического надзора, которые выявляют те или иные нарушения при укладке асфальтобетонного покрытия. Также впервые применяется независимое лабораторное сопровождение. На участках производится отбор кернов проб. Первый этап лабораторных исследований длится 5 дней, второй – около 14. Как только подрядчик укладывает асфальт, приезжают представители ЕПНИСа совместно с ЛФО, они будут замерять керны, проверяют на степень уплотнения, на плотность асфальтобетонной смеси. Далее приезжают специалисты с ЛФО и ЕПНИСа, они проверяют ровность укладки асфальтобетонного покрытия. Если эти все параметры соблюдены, мы даем разрешение на укладку верхнего слоя. На сегодняшний день осталось закатать в асфальт 600 метров на улице Ларионова, 400 метров на улице Пилотов, 250 метров на улице Чайковского, 70 на улице Сооруна Амалона и небольшой участок на улице Ивана Орбиты. Работы по асфальтированию этих объектов планируют завершить к концу следующей недели. Кристина Ясинская, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В Якутске на одну теплую автобусную остановку стало больше. Теперь жители и гости района Медцентр в комфортных условиях смогут укрыться от холода. Знаем, что круглый год сюда именно со всех уголков нашей республики приезжают наши жители. На базе новой остановки находится магазин местной продукции. Также она оборудована мониторами для отслеживания местоположения автобусов, камерами наблюдения за прибывающим общественным транспортом и кнопками быстрого реагирования для вызова полиции и пожарных. Как снаружи, так и внутри установлены скамейки для комфортного ожидания. В летнее время будут работать кондиционеры. Городской проект «Комфортная городская среда» продвинулась до нашего уже микрорайона. Я, как житель микрорайона Мерзлотки, с особым удовлетворением отмечаю, что не только улучшилась и наша комфортная среда в нашем микрорайоне, но и открытие теплой автобусной остановки еще более стало приятным для нас событием. Но я думаю, что со временем улучшатся и дороги уже непосредственно до нашего института и до нашего микрорайона. Так что огромная благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого проекта. Такие остановки впервые появились в Якутске в 2014 году в рамках социального проекта «Теплая автобусная остановка». Проект направлен на улучшение транспортного обеспечения жителей города. Данная остановка является 26-й в городе. Диана Кулманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ.